Ну что, дамы и господа, подъезжаем мы к Нижнему Быстяху. Сейчас будем поворачивать направо. Точнее сказать, как мы заехали в Быстях, ездили в магазин. И сейчас возвращаемся как бы к выезду из Нижнего Быстяха в сторону дома. И перед заправкой вон впереди Опти будем поворачивать направо. Туман стоит, как всегда, на улице 40-41 градус. Так, включаем поворотничек. И где-то вот сейчас вот здесь вот она за поворотик у нас. Маршрут перестроен. Автоматы погнали. Поверните направо. Сюда направо. Так, и нам самый-самый-самый низ. Что, шиномонтажка? О, здесь шиномонтажка. Что-то Волечка стоит у нее как раз. Так, едем, смотрим потихонечку. Не знаю, говорят, весовая стоит где-то при съезде на лед. И вес подняли до 40 тонн. То есть позавчера звонил ребятам в Якутск. Говорили 30. Вчера подняли до 40. Человек человеку друг. Вот обратно бы, блин, еще вот в этот подъемчик забраться надо будет. Он такой здесь достаточно хороший. Ну, должны подняться, что здесь. Резко, плавно, ничего страшного, поднимемся. Надеюсь. Там еще главное не то, что по берегу вот на этот подъем подняться. Еще с воды на берег главное подняться. Так, притормаживаем, смотрим где-то здесь. Блин, в том году дорог было 500, чуть не заблудился. Туда-сюда, вправо, влево, вправо. Так, куда он меня направо ведет? Ну, сейчас посмотрим, куда основная дорога идет, туда и посмотрим. Потому что не всегда навигатору надо доверять. Вот он у нас. Ну вот, правильно. Поверните направо, а затем через... Он хочет вот сюда, чтобы мы повернули. Нифига себе. Нет уж, дружище, мы прямо вниз поедем. Поворачивать направо не будем. Блин, что-то хороший спуск. Погнали. Через 200 метров поверните направо. Да вот, прямо, вот. Давай вот прямо поедем. Вот, все. Нашел другую дорогу. Через 200 метров поверните направо. Так, подъезжаем к переправе. Будем надеяться на все хорошее. Как по-другому, да? Поверните направо. Ух, еще тут куда-то вниз. Как по-другому? Надо надеяться на все хорошее. Ага, так. Ну вот, видать, вот здесь, может, была весовая, что-то вон. Весы стояли, по ходу дела, что справа там каморка. Так. Ну, все нормально, вон машины едут по льду, все хорошо. Так, штаны у меня одеты, курточка у меня за спиной. Ну что, так, знак 40. А что-то, ребят, я знаете, что проморгал. Вес какой? 50 метров, знак 40, знак 20. Что-то я не увидел вес, ограничения по весу. Да ладно, что Илюха ссышь? Нормально все. Ёшкин кот. Фу, ну все, ребят, с Богом. Там шоркнули, по-моему, не палетником, а это корзиной. Или бампером, или корзиной. Все, едем спокойно. Не разгоняемся. 110-120 не несемся. Не забываем, что мы на льду.
Да. Как-то очково смотреть, что вот здесь вот подо мной лед. Ну вон фуры идут, нормально все. Извините. Так, Илюха, соберись, тряпка, не думай ни о чем. Ладно, все, парни, я пока жене позвоню, поговорю с ней. О, как раз. Да блин, а что ж он весь в трещинах-то и в ямах в таких. Да. Жутковато. Еще когда поворачиваешь, слышно, как колеса по льду скрипят. Какая трещина тут идет, выбоина. Да, ребята, это удовольствие так себе, непередаваемые. И вокруг все вода. И еще 6 километров ехать. Что-то до этого как-то в том году ездил и не переживал вообще. Спокойно выехал, радость. Первый раз-то, когда на лед выехал, вообще там, ха-ха, я там 80 гнал. Было весело мне. А сегодня что-то как-то не весело. Самосвалы катаются. Интересно, груженые, пустые. Ну, еще одну дорогу намораживают. Нам пока надо здесь ехать. Интересно, как-то местами едем раздельно друг от друга, местами едем вместе, рядом с друг другом. Ну что, дамы и господа, вот им практически добрались мы уже до конечной точки пути, до промежуточной, точнее сказать, до города Якутск. Тут уже по бережку едем. Лена где-то вот здесь вот у нас слева. Ой, извини, пожалуйста, я на дальнем был. Где-то туманище, еще не видать толком нифига. Сейчас где-то будем вот здесь направо поворачивать в сторону города. Машина остыла полностью. Все равно по льду-то едешь. О, Хатасы. Все, мы в Хатасах. По льду-то едешь, мотор как бы сильно не напрягается. Он в основном почти на холостых оборотах тарахтит, нагрузки нету. Хоть и весь укутанный, перед укутанный полностью, зад укутан полностью. Термостат новый, помпа новая стоит. Ну вот на холостых дизеля вот так остывают. Так, дальний выключаем. Слева машинку можно было и выехать, но мы не будем ей проблем создавать. Вон она едет. Подождем минутку, пропустим, пусть едет, и потихонечку за ней сейчас. Надо было ехать. Ой, блин. Надо было выезжать. Что-то я не думал, что здесь скользко будет. Включим блокировочку. Потихонечку на блокировочке. О, на блокировке пошла. Дайте выехать. Все, блокировку выключили. Там, видать, просто нализано, так скажем, чуть-чуть. Оп. Все. О, здесь потеплее даже стало.
38 вместо 42-43. Ну как-то ощущается прохлада. Может из-за того, что машина остыла. Асфальт скользковатый. Все, нам осталось 10 километров до места назначения. Выгружаемся и в обратный путь. Ну что, дамы и господа, мы находимся в Якутске. Пока нас никто не видит. Вот, привезли товар тут. Магазинчик. Вот видите, вот такие полога. О, кстати, легкий. Пока меня просто никто не видит, потрогать, посмотреть его. Изнутри розовый. Вот такие трубы еще делают. Оп. Вот труба идет. Называется этот полог, говорят, Наташа. В честь первой, кто его придумал. Типа, тут на молнии. Нифига себе. Чтобы машина сесть. Вот типа модный, смотрите, на молнии идет такой. Открыл. Машину можно сесть. А этот можно, нет? А вот этот, видите, этот без молнии. То есть его свернул и тогда. А этот типа на молнии. Еще можно и присесть в машину. Но он и отличается. В основном розовые, серебристые полога. Многие еще пишут номер машины на пологе, чтобы не украли полог. О, нифига себе. Нива здесь еще затесалась. Она. Вот. А, ну вот он, как раз написан. Это чтобы не украли полог. Стоит туманчик. Все деревья. Все. Полностью он в таком инии. Тут и перила, и все полностью вот в инии идет. Все деревья по всему Якутску в таком идут. Инии и провода даже, все, что видите, вот все идет в таком инии стоит. Ладно, рука мерзнет. Всем привет, дамы и господа. Тут у нас проблемка небольшая случилась у коллеги. Так, сейчас разворачиваемся. Машина глюкнула по электронике. Перестало гореть табло. Так, все потихоньку делаем. Перестало. Так, сначала, наверное, вперед вытянемся. Ага, нам бы
бы еще не встать здесь. Перестало гореть табло. Ой, блин, отдышаться еще пока не могу, холодно. Сам тут с места еле-еле ее сдернул. Че, мосты все заморожено полностью. Да еще плюс скользко ко всему прочему. Так, назад. И сейчас нам надо вот сюда вот стоит Америка. А нам с другой стороны от Америки надо подъехать к Скании тоже нашей. Вызвали обогрев. Блин, шторы до конца не убрал. Мешают. Так, и вот сюда вправо. Почему я таким кульбитом делаю? Чтобы сильно не изгибаться. Чтобы ни провода, ни шланги, ничего не порвать. Все потихонечку. Так, и сейчас сюда левее. Будем прикуривать его. Оп. Оп. Оп, его упаковывают, прогревают. Провода у него длинные, хватить должно. Блин, вряд ли. У меня же аккумуляторы тоже слева, наверное, лучше. Там где-то генераторы всякие стоят. Тут еще у нас ларьки. Сейчас подождем, когда они полог натянут, чтобы не наехать на полог. Две пушки спереди поставили ему. Думаем, что может из-за электрики он глюканул. Сейчас посмотрим. Я даже не знаю, сколько это стоит. Надо спросить будет. Приехал, кстати, шустро, быстро позвонили. Сейчас приеду. Бряк-бряк, 10 минут уже здесь. Так, все. Там вроде отошли парни. Будем к нему прижиматься. Подъезжать. Оп, оп. 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 Ближе, наверное, не будем вставать, чтобы пролезть можно было. Сейчас с ним выровняемся. Идь. Оп, пошла. Ну, если что, достанем вторые провода. Из двух проводов соединим, чтобы длинно было. Так. Ручник, чтобы стояло, грелось, чтобы все было хорошо. У него с электроники началось, табло погасло сначала. Потом как бы вообще все заморгало, засвистело, запердело, так скажем. Масса даже не выключалась. Глушишь машину, массу выключить, пофигу. Горят, моргают фары. Ладно, пошел я ему помогать. Ну что, дамы и господа, маленький ролик, который был, вы только что видели, это было вчера снято. Все, Эрку отправили в сервис. Дождался, когда они доедут до сервиса. Будем пробовать трогаться с места, если она еще у нас поедет. Потому что вчера, когда вот рядышком здесь стояла, она вообще, так скажем, не хотела ехать. Так, смотрим на колеса. Колеса крутятся. Колеса крутятся. Слева. Справа тоже вижу, все колеса крутятся у нас. Ну что, простояли, мы бы еще вчера уехали, но так как машина у нас сломалась, коллега, бросать нельзя. Тем более на улице не плюс 50 градусов, а минус столько же примерно. Сломался у него этот генератор. Поверните налево. То есть они вчера еще работали. Что мы сделали? Провода кинули от машины к машине. То есть вчера, к примеру, когда только отцепляем провода, сразу же тухнет панель приборов. Все полностью тухнет. Самое интересное, кроме магнитолы. Все тухнет. Всю ночь простояла, весь день, как бы. Мы сначала вот здесь у ларька стояли, потом переехали туда. Весь день, всю ночь простояла на зарядке машина, у него аккумуляторы от нас прозаряжались. Все хорошо, все замечательно, все, они уже в сервисе.
пока ехали до сервиса, ничего нигде не потухло, все горело, печка работала. Потому что если аккумуляторы не работают, понятное дело, у нас и печка не будет работать. Так, мы с вами заговорились, чуть не проморгали наш... Куда? Тебе красный, дяденька, ай-яй-яй. Трогаемся и едем пока потихоньку в сторону Ледовой переправы. Ох, ничего себе, она тут даже буксует. Вот да, вот лед такое дело. Ой, лед. Асфальт в Якутии даже в минус 40 он скользкий. Так, а мы на механике, на автомат. И потихонечку, вообще никуда не гоним, не разгоняемся. У нас что, машина стояла понедельник, вторник, среда, четверг, 4 дня. Ну да, бывало, что чуть-чуть прокатывал по стоянке ее. Но масло-то все железобетонное сейчас. Пока едем вот не быстрее. Есть левый ряд, все нас спокойно могут обогнать. Помех мы никаких не создаем. Все пусть потихонечку обгоняют. Нам машинку беречь надо. Сегодня туманчик пониже, тумана практически нету. Сколько, интересно, градусов на улице? Потому что когда Scania стоит на стоянке, градусник правильно не показывает. Он показывал у нас перед выездом минус 16 градусов. Сейчас уже пока 34 показывает. Расход, конечно, как хорошо поднялся. В данный момент уже практически 46 литров. Сюда приехали в Якутск, кстати, ребят. Километраж. Только было все ровно 66666. Когда приехали сюда в Якутск, я не помню, где сбрасывал, но до дома больше, по идее. Расход был не с темы на тему, не перескакивай. Про расход рассказываешь, вот и рассказывай. Расход был где-то у нас 37 литров. То есть, если зайти даже программно, за время стоянки мы съелись, не мы съели, Scania съела 732 литра топлива. Ёп-макарёк, 60 косарей. Офигеть. За 4 дня. Так, нам здесь, а нам здесь куда? Нам здесь, левее. А полоса одна или две у нас? Две, нормально, вот там маленькая стала справа. Блин, амортизаторы не работают, ничего не работает. Трясти сейчас будет, как с добрым утром. Потихонечку, потихонечку. Машина сама подскажет, расскажет, когда ей можно ускориться и начать быстрее ехать. Пока едем тихонечко. 600 метров круговое движение. Кстати, Съезд. ох, а вот здесь уже туманчик у нас посильнее. Посильнее начинается. Интересно, вот, блин, сегодня, реально что ли 36 всего лишь? Фу, сегодня вообще тепло, жара, Африка. Вот эти дни, когда стояло за 40, и сапуна, сосулька намного больше была. На улице, ребят, толком ничего не снимал, потому что, холодно. На руке холодно. Давайте мою руку пожалеем, не будем на улице пока ничего снимать. Холодно там. Ух ты. Буксуем. Потихонечку. Быстрее пока не будем разгоняться. Соточный-то я не скинул, сколько мы сегодня проедем. Но сегодня, скорее всего, до Томота. В Томоте будем надеяться, что будет чуть-чуть потеплее у нас. А там пойдем в душек сходим и отдыхать. Посмотрим, как что. Посмотрим. Разберемся. Путь, дорожка нам все подскажет, все расскажет. Ну что, доброго пути. А вам хорошего просмотра ролика. Вот это приключение. Чуть не заблудились. Ай-яй-яй-яй-яй. Там машинки несутся быстро. А мы быстро не можем. У нас хоть и автомат, но все-таки это робот.
потому что у нас есть педаль сцепления. Маршрут перестроен. То есть Погнали. трогаемся. Да, ёк, макарёк. Поверните налево. Тише, сделаем его. Это у нас куда-то туда дальше ведет. Чтобы мы на Томот выехали, где-то в районе Кочекацев хочет, может, чтобы мы переправились. Нет, нам надо вот здесь вот переправиться, чтобы выехать в Нижнем Быстяхе. В конце Нижнего Быстяха перед заправкой Опти выскочим. Так, сейчас здесь по поселочку, все по главной. Вон Америка сказала. Я спрашивал, как, если что, ехать. Едем не спеша. Ну, вон, скорее всего, бочка впереди идет нас. Он тоже на берег. Ух ты, его солнышко, смотрите, вниз так луч светит. Ярко-ярко и красиво. Как будто снизу свет земли идет. И вот там вот большой шар светится. Все, потихонечку покатились. Уже до 40 раскатились. Километров за 8, за 10. То есть мы когда скинули, уже 5. Ну и там столько же. Машина еще даже на грамм не прогрелась. Да, у Скани есть проблемка с этим, с прогревом. Вольвы лучше греются. Ну и все нормально, сейчас выскочим на большую дорогу. Здесь мы едем, у нас, так сказать, никакого напряга двигателю нет, он почти на холостых у нас катится. Из-за этого как бы и не нагревается. По ледовой переправе тоже поедем потихоньку. Там, когда самый первый раз поехал, я думал, о, сейчас на лед выйду, а лед же должен быть ровный, как стекло. Можно мчаться. Ага. Дорога как после бомбежки. А еще все амортизаторы сейчас замерзшие. Ёшкин кот. Вот нас потрясет. Ух ты, тут какой-то типа аэропорт, что ли, маленький. Или нет? Просто вон здание круглое. Вдалеке. Вон оно. Одно одинёхонькое стоит. Все, потихоньку, не раскатывайся. Вот за бочкой и поедем. Минхатаспын, по-правильному как-то. Могу ошибаться в названии поселка. Ну что, где-то мы здесь уже должны к переправе подбираться. Но это еще пока берег, потому что деревья, блин, на воде не растут у нас. Тоже, видать, только трогается, пока разогревается. Ну, мы-то уже разогреты чуть-чуть. Едем едем побыстрее, так скажем. Все ничего, мы пустые. Можно по льду не переживать, ехать как в эту сторону груженые ехали, переживали. Пустой это лучше. Но у нас другой момент. На выезде на том берегу, при выезде на тот берег, так скажем, правильно вообще, у нас ёк-макарёк, горочка-то хорошая будет. Это нам там и перепад большой, и горочка большая. Блин, нам метров за... Опять система неправильно работает. Нам просто, я боюсь, вот этот большой перепад, чтобы по летникам не задеть ничего. Нигде. Полетник низко висит. Полетник... Ой, полетник, корзинок. Полетником-то не заденем, корзиной бы не задеть. Ну ладно, посмотрим. Доедем, посмотрим. И скорость нам нужна, чтобы и в этот момент забраться, и там дальше в горку заехать. Ну, вот люди с трубами ездят. Не переживают.
Так что, Илюха, на пустой машине тоже не переживаем. Ну что, где-то вот сейчас у нас здесь будет... Ой. Где-то вот сейчас у нас здесь будет спуск уже на воду. По воде нам с вами примерно 13 километров. Ну это вот охранная зона, да, вот это уже лед. Но это так еще устье, скажем, да, реки, потому что сейчас здесь чуть-чуть по льду, снова там по берегу. Мне охота посмотреть сейчас в ту ямку, в которую мы шлепнулись. Шлепнулись, когда на берег пытались выскочить. Было темно, как бы, все равно не видно, что туман, темно, далеко не видно дорогу. Что перед нами так хоп, и бугор. Вот сейчас доедем до этого места скоро. Примерно. Я вам покажу. Это когда уже на основную реку, правильно говори. О, буксуем. Так, систему ESP обратно включим. Сейчас она нам здесь не нужна, выключенная. Все. И поехали. Ну что, я так понимаю, вот и все, подбираемся к берегу уже. Где-то рядышком. Еще чуть-чуть, 2 поворотика, и мы на бережку будем. Какой чистый голубенький ледик. Бело-голубая водичка. Так, здесь у нас снова одностороннее начинается движение. Рыбаки. Вот сейчас вот видно, рыбаки сидят. Рыбку ловят. 41 на улице. На берегу было 40, здесь 41. 9 километров. 9,5 где-то получится. У нас километров. По воде, по льду, с берега до берега 10 километров, короче говоря. Так. Здесь еще можно пока сильный разгон не брать. До 100 не разгоняться. Машина прогретая, по идее. Так, давайте переедем больше на лед, чтобы меньше снега поднимать. Сейчас вот здесь маленький, но здесь вообще ерунда, маленький такой. А ночью что-то он мне казался бугор такой достаточно большим. Не знаю почему, но мне показалось, что тут вот так вот аж. То есть на том берегу он круче был на порядок. На этом берегу съезд на воду намного более пологий. Так. Сразу переключимся. Ага. Здесь у нас нырочек. Оп, прошли нырок и пойдем в горку. Сразу тут на ямке нельзя. Буксуем, едем. Оп, 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 оп. Оп. Так, и все, и сейчас у нас все, дорога вон туда, короче, наверх в горку подняться будет. Ночью было с тобой. Ух ты. Вольво. Вправо. Еще вправо. Вот дорожку даем. Еще одна. Все. И мы на этом берегу. А вот сейчас вот нам надо разгонаться. Так, Вольвочка, я думаю, ты меня пропустишь. Мостик узкий у нас. И все, а нам сейчас надо вверх. Вроде горка-то не такая сильная, просто чтобы
разогнаться. И все будет хорошо. Механику включим. Передачу ниже. Чтобы, типа, она, мне легко ехать даже в горку и переключиться на другую передачу. И мы можем в такой момент и встрять. Нам этого не надо. Абсолютно. Буксуем, блин. Хоть и посыпано, но местами буксуем. Да, спокойно, без вспомогательных систем. Мы практически все уже забрались в нее. Да, все уже забрались. Вот у нас и равнинка впереди. Вот и все. А мы переживали. Все прекрасно и замечательно. Так, ага. Давай, Волечка, давай. У нас еще один тут маленький подъемчик. Нам его, чтобы знать, что слева никого. Слева никого, справа никого. Оп, выезжаем. Так, сейчас заедем на заправку Опти. Кофеечку себе в дорожку купим. Надеюсь, работает у них сегодня автомат. Кофе, автомат. Заправляться не будем? Или... Не, давайте литров 200 плеснем, да? Для уверенности. То есть полный бак мы зальем как бы в Томоте. Там дешевле солярка. А не то у нас осталось с вами 2 деления. 2 деления у нас осталось. Лучше здесь, наверное, перестрахуемся. На улице не лето, зима. Я понимаю, что надо экономить деньги компании. Здесь она подешевела даже, кстати. 80 рублей 70 копеек стоит. Ладно, пойдем заправляться. Блин, ребята, я по ходу дела попал в неприятную ситуацию. Топлива у нас столько же. То есть как получилось? Зашел, заказал топливо 200 литров. Не знаю, да, я в левый бак залил, датчик на правом баке. Может, перебежит, будет лучше, больше. Посмотрим. А что-то все на телефоне балакал пока там. И получается, заказал 200 литров, пока себе кофе налил, так что-то поразглядывал на заправке. Выхожу, колонка показывает 200. И уже ничего не бежит. Ну, как бы сразу пистолет включил, и ничего не бежит уже. Поставил обратно, поехал. Вот сейчас еду и думаю, а залилось ли топливо мне в бак или нет? Ну, по сути, если не залилось топливо в бак, мне же должны сделать возвратный чек будут. И как бы деньги вернутся на карточку. По идее, если все вернется на карту, я не попал в неприятную ситуацию. Но тогда мы приедем в Томот как бы с минимальным количеством. Короче, поглядим, посмотрим. Ёк-макарёк. Вот так вот. Машина прогрелась чуть-чуть. Вот это небольшая невнимательность называется. Надо было посмотреть в баке, что там вообще топливо. Прибавилось или не прибавилось. Ёшкин кот. Короче, я не виноват, во всем виноват, если что, кофе. Во всем виновата кофе. Будем, если что, все на него спирать. Вот на этот стаканчик. Его не выбрасываем, везем до дома. Если что, он будет у нас получать люлей вместо меня. Ну, надеюсь, все нормально будет. Без паники. Без паники. Не создаем пока и не думаем о неприятном. Когда придет, тогда увидим. Вот такая ситуация. Ёк-макарёк. По-другому не сказать.
Все, шуршим, машинка у нас прогретая, только, как и показал, нифига не прогревается. Не, так-то тепло, кайфово в машине. Кто-то скажет опять про термостат. Нормальный. Термостат осенью меняли, термостат, все смотрели. Ну, сейчас будет ТО у нас по приезду. Также попросим еще раз. По приезду у нас вообще работы много. Вон она. Вон она, хотел сказать, оранжевая веревка. Не вон. Трос стяжной. Крышу порвало, блин. По приезду надо крышу, но если получится, где мы в городе делаемся, мне там не нравится, как делают. Если получится, хочу по трассе в Омске остановиться. Может, там сделают крышу по дороге. Посмотрим, где грузиться, где выгружаться. Делов, короче, уйма. Плюс по приезду надо сделать ТО, ласточки. Ну, понятное дело, мы не сами полезем. Сервис полезет. С одной стороны, скучаю. Так, все, тихо, ничего не говорим. У нас еще вся дорога впереди. Ни почему мы не скучаем. Надо будет сделать ТО. Что-то по мелочам еще там накопилось. Как и говорил, форсунки заказать. Так и не нашел в магазин и заезжал. Будет. Вроде все хорошо. Попросить этот посмотреть еще. Генератор. Ну, хотя мне его должны были ревизию провести на нем. Когда в мае месяце мой крякнул в Чите полностью. Прислали нам с другой машины. По приезду я просил сделать на нем ревизию, потому что на нем было, 1700 где-то на том генераторе. У нас на эрке больше, вот сколько у нас, 10 эрок, на нашей эрке больше всего километров. То есть все примерно подходят к миллиону, а мы заскочили уже за миллион. Уже почти миллион и 10 тысяч, миллион 7 тысяч километров уже. Вот так вот. В феврале, в следующем месяце, 15 февраля. Но будем считать, что вот я ее как принял, это с 1 мая. То есть, когда вернулся с рейса. Еще месяц, и мы будем на ней уже 2 года. Вчера смотрел километраж, то есть за 2 года 320 тысяч километров пробежали мы. Вот такие пироги получали. Было 670, 680 тысяч. Сейчас миллион с копейками. Красота. Бежим. Катимся по дорожке. Наблюдаем вот такую красивую погоду. Наслаждаемся ей. И релаксируем. Ну что, все хорошо, замечательно. Мы заправились здесь в Томоте. Сейчас останавливались просто в магазин, в душ сходить, помыться. По кругу по стояночке проехали. У меня радостные новости. Я же говорю, не надо паниковать. Без паники. Получается, мы заправили в левый бак. И оно еле-еле потихоньку. Что, топливо очень холодное? Тоже это на будущее надо. Лучше, значит, с правой заправлять. Потому что заборник в правом, датчики в правом. Мы в левый заправили, и получилось оно потихоньку. То есть стрелка ни меньше, ни больше не стала. Так и ехали на этой стрелке. Вот. Потихоньку перебегала. А я уж думал, все, меня заправка надурила. Я остался без топлива, я остался без зарплаты. Не, нормально все, потому что по стрелке надо было 800 залить. Начал 800 заправлять, влезло только 600. Значит, 200 было в баке. Все прекрасно, все замечательно. Мы довольные, радостные. Полетели дальше. Время у нас, кто скажет, опять Илюха в темноту поехал. Ну, что сделать? Зима, время 6 часов вечера. Еще даже 6 нету. 5:40. А уже темно. Полетели, помчались. Тут пока, кстати, в Якутске стоял, колхозом позанимался. Вот такую штуку себе сделал.
на панель. Аккуратно, тихонечко, красным светит. И также с пассажирской стороны тихонечко светит. Не ярко, ничего, все прекрасно, все хорошо. Ну, люблю я лампочки, люблю, что сделать. Я люблю, когда красиво смотрится. Оп, сейчас красиво как. Да, еще бы вот сюда затянуть бы, было бы еще круче. Все, мчимся в путь-дорожку. Если время 5, нам 5 ехать. Ну, в часов в 11 где-то примерно будем в Нерюнгри. Там поспим, отдохнем. И завтра с утра рвем дальше когти. Ролик такой, наверное, короткий и получится. Так что всем, ребят, спасибо большое за просмотр. Ставим большой жирный палец вверх. И не забываем там подписаться и какой-нибудь комментарий написать. Привет передать друзьям, Илюшке. И всем. Всем добра, всем удачи. Хорошего настроения. Оп. У Илюхи стало светло в кабине. Сейчас Илюха отражается вон в левой стороне. Ах, как так-то. Оп. Илюха тоже вам всем машет. Ха-ха. Все, помчались. Вперед.